Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как можно сделать собственными руками один из уникальных подарков к Новому году. Я думаю, многие из вас сейчас уже задумываются об этом, поэтому наша программа вам будет в помощь. Сегодня мы будем создавать свой уникальный парфюм. И в этом мне поможет мастер, специалист этого дела. Знакомьтесь, это Анастасия Жукова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, сложно представить сейчас современного человека без наличия парфюма, но зачастую люди принимают их в подарок, к примеру, да? То есть девушкам дарят молодые люди, люди молодым дарят девушки обычно, да, как показывает практика. И, значит, выбирает тот человек, который дарит, а не тот человек, который будет этот аромат носить. Соответственно, если вдруг я захотела для себя аромат, вот первым, о чем я должна задуматься, это о чем? Ну, при выборе аромата, в принципе, нужно познакомиться с большим количеством, и аромат не стоит брать в первые секунды, когда вы только его нанесли, и вот влюбились, и сразу пошли и забрали, потому что ароматы, они имеют свойство поэтапно раскрываться. И, наверное, у практически всех бывало, когда вы приходите там в магазин какой-то сетевой, что-то брызнули, понюхали, и счастливые побежали Все на мое, кассу. мое, мое. Мое, да. А пришли домой, и оказалось, что что-то это вообще не то. Вот, это просто путь раскрытия аромата, поэтому, когда вы выбираете аромат, то очень важно с ним познакомиться, брызнуть на кожу, брызнуть на бумажечку, походить, посмотреть, побольше с ним пожить, и только тогда покупать. Поэтому покупка парфюма в подарок – это такая лотерея, потому что очень трудно с этим угадать, потому что аромат – это очень интимная такая вещь, да. Поэтому лучше, если вы дарите аромат, или дарить то, что конкретно человек у вас попросил, то, что вы знаете, что он этим пользуется, либо выбрать более такой универсальный вариант и подарить сертификат на мастер-класс. Как вариант, а почему бы нет, да? Вот я смотрю, сейчас у вас здесь очень много баночек, ну просто, я не знаю, штук, наверное, 50, наверное, да больше, наверное, да? Больше. Больше, да? Я смотрю, что на баночках написано, ну, допустим, bubblegum, да? То есть шоколад. Парфюм создается вот из таких повседневных, грубо говоря, запахов. Ну, здесь есть как простые такие bubblegum, шоколад, там какая-нибудь сладкая вата. Это просто написано для того, чтобы просто было как-то их взять и распознать. Но на самом деле это все синтетические соединения, которые на самом деле носят гораздо более сложные названия. Там разные этилмальтол, не знаю, эвернил и так далее. У нас в парфюмерии, в принципе, сейчас есть очень большое количество ингредиентов, которые мы можем себе позволить. То есть, если когда только зарождалась парфюмерия, у нас было там очень ограниченное количество каких-то натуральных компонентов по типу каких-то эфирных масел, допустим, специй каких-то и так далее, то сейчас можно синтезировать практически любой аромат, чего угодно, и иногда в парфюмерии бывают такие ноты, которые в природе это что-то даже не имеет запаха, допустим, там такие ноты, как янтарь или булыжник, ну как бы не очень понятно, чем это должно пахнуть, но вот в таком мире ассоциаций нам могут их создать в лабораториях, эти ароматы. Как выглядит, да, вообще парфюм в исходном состоянии, да, а затем, я так понимаю, что это в любом случае какой-то процесс смешивания? Да, конечно. Ну, мы создаем ароматы на классической спиртовой основе и на разных компонентах, то есть это какие-то масла, это какие-то экстракты и так далее. Как вообще в целом проходит мастер-класс и как понять вообще из огромного количества ароматов, что вам нравится? Что твое, да? Да, мы каждый компонент, ну, зависит от мастер-класса, конечно, но на некоторых слушаем прям каждый компонент отдельно на блоттерах. Блоттеры — это такие бумажечки. Ну, я думаю, все знакомы с ними. Да, все с ними знакомы, на которые мы наносим компоненты и слушаем каждый аромат. Если этот аромат просто вот вам нравится, вот мы когда создаем, для начала у нас есть только нравится и не нравится. И отбираем некое количество ароматов лично для вас. И потом уже из этого количества мы можем что-то убирать, что-то добавлять, что-то уменьшать, что-то увеличивать и создавать вот вашу идеальную композицию. Но, конечно, нужно знать, в каком направлении двигаться при создании, поэтому мы общаемся сначала с человеком, узнаем, во-первых, чем он занимается. Потому что если человек, допустим, предприниматель, он сам себе хозяин, чем-то там ходит, занимается, то он может выбрать себе аромат, который какой-то потяжелее, посложнее,
сильнее. Если человек работает с людьми, допустим, врач или учитель, и постоянно он в контакте, то аромат должен быть ненавязчивый, какой-то легкий. Ну, давайте начнем с самого примитивного, наверное, может, самого популярного. Есть ли такой запах, который нравится всем? Ну, есть такие запахи, которые для нас привычные более-менее. Давайте начнем как раз с них и послушаем потом что-нибудь более необычное, что может удивить вас. Давайте начнем со сладенького такого аромата. Это этилмальтол. Звучит страшно. Страшно, да. Совсем невкусно, да? Но на самом деле это один из самых популярных компонентов в последнее время. Он очень сладкий, очень приятный, у многих вызывает ассоциации с детством. И это аромат сахара, жженый сахар. Это сладкая вата, это петушки на палочке. Давайте попробуем послушать. Так, послушать правильно, как я должна? Вот это тоже тут, по-моему, да, должна быть какая-то определенная тактика, нет? Совсем близко к носу не нужно, то есть и ориентируйтесь на вашу чувствительность. Просто слушаем, это аромат в формате экстракта, поэтому он не будет меняться. А по мне так уже готовый парфюм из флакона. Все этого достаточно, как будто бы, да? Ну все, хорошо же пахнет, замечательно, очень даже вкусно, сладенько, да, очень хорошо. Мне нравится, здорово. А вот правда ли, что вот нам все время дают, опять же, в тех же магазинах, да, баночку кофе, что кофе перебивает, или это все-таки миф? Нет, это миф абсолютно точно, потому что кофе имеет очень сильный запах, и когда мы его вдыхаем после того, как послушали много ароматов, нам действительно кажется, что все разложило, да, все, я снова все чувствую, но это вот просто секундный такой эффект именно в момент, когда вы вдохнули этот аромат кофе. А помочь нашему обонянию восстановиться немножко может обычная водичка, то есть нужно взять с собой бутылочку воды, сделать глоток и просто продышаться. То есть выйти из магазина, подышать свежим воздухом, отвлечься немного и потом вернуться опять к знакомству с ароматами. Еще очень большую роль играет наш ольфакторный опыт, то есть это ароматы, которые мы обоняли в течение нашей жизни. Допустим, какой-то аромат, там для меня будет это какая-нибудь лаванда, там мне какие-нибудь подушечку с лавандой мне бабушка клала в постель, чтобы я спокойно спала. Вот я буду его любить. А для кого-то выпечка это был что-то, какая-то приятная ассоциация. Человек будет любить этот аромат. И наоборот, могут быть какие-то неприятные ассоциации с какими-то запахами, которые могут ассоциироваться с какими-то людьми, которых мы не хотели бы больше знать. Встретить, да, пахнет им, да? Да, и поэтому этот запах воспринимается для нас как что-то такое неприятное. Хорошо, ну возвращаемся все-таки к нашей парфюмерии, да? Вот, то есть вы выбираете основу, да, сначала, или они все миксуются в различных пропорциях, или все-таки за основу берется один компонент? Мы сначала прослушиваем базовые ноты. То есть это определенное количество нот, из которых мы выбираем. Может быть, это одна нота, может быть, две, может быть, 3-35. То есть очень разные варианты. Далее мы собираем следующую ступеньку. Это сердце аромата, это характер композиции, то есть там очень много разных вариантов, что мы можем туда добавить. И потом мы собираем верхние ноты. Вот, то есть, как я вначале говорила, что аромат у нас раскрывается постепенно, мы собираем его тоже постепенно. Только если у нас аромат раскрывается сверху вниз, то есть мы сначала слышим верхние ноты, то собираем мы наоборот, начиная с базовых ноток. Хорошо, ну, допустим, если мы выбрали базовую ноту, вот этот сахарный запах, да, вкусный. Далее. Если мы все послушали и выбрали вот только сахарную нотку, мы переходим к средним нотам и начинаем мы обычно прослушивать с фруктовых нот. Сначала мы прослушиваем фруктовые ноты, потом цветочные, пряные и так далее. То есть если вам нравится вот эта сахарная нотка, скорее всего, вы любите и ароматы такие более женственные, что-то такое сладенькое, фруктовое. Давайте послушаем тоже что-нибудь из этой области, например, малину. Послушаем, посмотрим, как она вам понравится или не понравится. А бывают ли вообще, Анастасия, такие вещи, которые вообще никак не компонуются? Да, конечно, бывают. Некоторые сочетания, они дают очень интересный такой эффект. И, ну, давайте послушаем малину, я вам покажу, в принципе, как работают сочетания и как это работает по отдельности и вместе. Это у нас малина. Ну, понятно, что малина больше похожа уже вот, это про то, что я говорила, про серию бытовой какой-то химии, допустим, гели для душа, мыло для рук, вот прям такой прям очень сладкий
и уже привычный. Конечно. Такой, да. ну, как бы, приелся, наверное, этот запах. Знакомый, да. То есть это не малиновое варенье, нет. Это все-таки из серии бытовой химии. Да. И сейчас мы послушаем еще один такой знакомый нам аромат. Сначала его послушаем один, а потом сочетание с другим компонентом, и это лимончик. Это испанский лимон. Вот, кстати, я тоже прочитала очень интересную информацию, что большинство цитрусовых ароматов воспринимаются людьми одинаково. Мы же уже говорили, что все запахи воспринимаются по-разному, да? А вот цитрусы все равно одинаково практически, да? Да, цитрусы — это вот их особенность, что практически для всех людей они звучат одинаково. Все, вот здесь звучит, опять же, как что-то из, ну, леденцов лимонных. Ну, то есть знакомый тоже запах достаточно. Это вот что-то связанное с конфетами больше. Почему-то меня в этот мир окунуло. Здесь, значит, бытовая химия, это малина. Ну, видимо, наверное, у меня что-то было с малиной, да? Здесь у меня какие-то леденцы, это лимон. И, ну, вот сахарная вата впереди, да? Давайте послушаем наш лимон вместе с вот этим ароматом. Можно их вот так прям покрутить возле носа вместе, можно из них сделать веер и тоже возле носа потрясти. И в сочетании двух этих компонентов... Ой, что-то другое. А что вы добавили? Это что-то корица или что-то такое, да? Да. И корица плюс лимон, они дают в сочетании классическую отдушку Кока-Колы. Да, точно. Точно. Сначала прям корица перебивала, а сейчас я прям понимаю, что это Кока-Кола. Ну, давайте попробуем создать какой-нибудь аромат. Давайте. Расскажите мне немножко, чем вы пользуетесь, что вы любите, что вам нравится. То есть надо назвать бренды? Можете назвать прям конкретные флакончики, а можете направление. Знаете, потому что я, честное слово, я не могу сказать по запаху, потому что я из той касты людей, кому дарят, я принимаю. И у меня есть, допустим, парфюм, которым я пользуюсь на работу, потому что, ну, вот он полегче как-то, да, а есть вот прям на выход. Но я понимаю же, ну, послушав его, я понимаю, что он более такой стойкий и резкий, да. И, допустим, а есть такой, который подешевле, его так можно вот там куда-нибудь в лес, я не знаю. То есть логика такая. Ну, допустим, к примеру, из последних, ну вот очень понравился Ван Клифф. Ну, не знаю название, черный такой квадратик. А у них там почти все они такие квадратики. Да, квадратик черный и очень-очень такой. Ну и там буквы, набор букв и цифр непонятно. До этого была молекула розовая. Розовая, то есть сладкая была, что-то очень сладкое. Ну, черный Ван Клифф, скорее всего, с циферками. Сладкий тоже примерно. Тоже сладкий. Такой, наверное, миндальный, сахарный, если это... Я не разбираюсь, я не чувствую там ни миндаля, ни сахара, ничего не чувствую. То есть, ну, парфюм и парфюм. Хорошо. Давайте тогда определимся в направлении. Какой парфюм делаем? В лес, в театр или на работу? Давайте в ресторан. В ресторан. Прекрасно. Ну, мы с вами уже послушали несколько ароматов, из них вам понравилась сладкая сахарная вата. все-таки, да. Все, Давайте уходим тогда. опять к сладким, да? Да, давайте попробуем еще одну базовую нотку, очень интересную послушать. И пойдем к средним ноткам. Давайте я вам сначала нанесу на блотер этот аромат, и вы скажете просто свои ассоциации, что как вам, а потом я расскажу, что это за компонент. Анастасия, а бывает такое, что люди приходят к вам и говорят, вот я хочу сделать аналог того парфюма, который у меня был там, не знаю, год назад, и не могу, тем более сейчас в связи с санкциями, говорит, вот хочу сделать точь-в-точь. А опытный парфюмер может точь-в-точь собрать вот ту самую химическую связку? В принципе, конечно, это возможно, но это не работа в течение 1,5 часов, да, мастер-класс, эту формулу, конечно, можно разгадать, но я не приветствую такое, и все-таки, когда есть возможность создать что-то уникальное, да, что-то, возможно, что вам будет нравиться еще больше, что будет отражать именно вас, ваш характер, вашу личность. Хорошо, ну все, возвращаемся. Возвращаемся. Послушайте этот слушаем. аромат и скажите ваше впечатление. Ну, здесь он сладенький, но свежесть прибавилась какая-то. Так, приятный? Приятный. Теплый или холодный? По мне так теплое что-то. Теплое. Да, я согласна, что он и такой сладенький. То есть я что-то понимаю, да? То есть это не малинка, да? Вот просто интересно, в каких пропорциях потом создаются ароматы. То есть это там 15-20 миллиграмм, или это все по капельке, по капельке, по капельке? Ну, это да, конечно, по капельке в разных количествах, для того, чтобы мы создали просто концентрацию парфюмерной воды, и чтобы один компонент не заглушал другой. То есть нам нужно создать гармоничную это же мелодию. должно быть очень четко. Да. Есть идеи, что это может быть?
Я попала на какое-то ток-шоу какое-то просто. И если, конечно, был бы суперприз, я бы, может быть, переживала. А здесь как-то, знаете, не хочется как бы вообще ляпнуть что-то. А сейчас я ляпну одно, она скажет, нет, вы что? А я в любом случае скажу, нет, вы что. А, да? Да. Так, еще раз. Послушай. Вообще не могу понять. Нет, что-то... Вы знаете, не могу. Нет, что-то вот знакомое, но не могу понять, что. Ну, я не думаю, что когда-то вы с этим встречались. Давайте я раскрою карту. Давайте. Это амбра. И амбра – это содержимое желудка кита-кашалота, который он выдал нам обратно, которая долго-долго плавала в море, напитывалась морской водой, солнцем. И после этого стала вот этим ценным, драгоценным даже веществом. Содержимое? Желудка кита. Но это синтетический его аналог, конечно. Последние лет 10-15 натуральная амбра, она не используется в парфюмерии, но ее запах синтезируют искусственно. И вот часто же приписывают амбра, да? То есть это и есть вот это? Это очень популярная база. Мало того, что это популярная база, амбра, она делает аромат еще более стойким. Все. Берем. Берем амбры. Коли уж это такое что-то уникальное, надо брать. Хорошо, тогда мы берем с вами амбру и берем сладкую вату. Давайте тогда запишем в наш бланк в базовые нотки. Давайте запишем. Так, пишем. Амбра и сладкая вата. Это вот здесь. А и какое количество должно быть? Все индивидуально считается. Я вам посчитаю, сколько у нас чего должно быть. Ой, отлично. Давайте из средних ноток послушаем из каждого блока по одному. Из фруктовых послушаем вишню. О, вот так захотелось сказать. О, очень такая терпкая вишня, прям вишня. Здесь вспоминается Том Форд или что такое, там же тоже вишня. У Форда есть Lost Cherry, Cherry Smoke, Электрик, да. Вот. Ну, вишня, она очень популярная в последнее время, и практически каждый популярный бренд что-то на тему вишни создал в последнее время. Да. Давайте послушаем белый цветок, это сирень. О, нет, все. Вот. Я попала в мое поселковое детство, где были не самые лучшие освежители воздуха, и вот он меня просто вот убил наповал. Вот сразу ассоциация того, про что вы говорили, что нет, никогда вот я такое на себя не попробую, нет. Вот, идем дальше. Давайте тогда послушаем другой цветок, это роза. Роза, она у нас уже и другого цвета и имеет другой аромат. Вообще в парфюмерии цветы делятся по цветовым группам. И сейчас вы послушаете розу и сможете сравнить, насколько они разные. Да, роза. А у меня сейчас есть крем для умывания как раз со вкусом розы. И я прям как будто косметику смываю сейчас. Тоже ассоциация проходит. Это нормально, да? Это абсолютно нормально. Очень интересно. Розу берем, не берем? Берем. Берем розу. Тогда давайте запишем средние нотки нашу розу. Роза. Давайте послушаем теперь аромат трав. Чай, да? Чай, вот чай с мелиссой, правильно же делают? Да, все правильно. Да, пакетик чайный. Так, мелисса. Ну, пока ее в сторонку. Это у нас пряный аромат, это черный перец. Да вы что, прям туда же, да, в сладкую вату? А он очень классно сочетается с этими компонентами, но тут уже зависит от того, нравится ли он вам. Ну, прям черный перец. Так, очень интересно. Я прям вся окунулась в процесс, вы понимаете, это очень интересно. И давайте еще послушаем один древесный компонент, это сандал. Он очень мягкий, такой сливочный, часто добавляют в парфюм, да? Да. Да, вот это надо. Берем. Вот это точно берем. Средний еще сандал. Плюс сандал. Теперь мы берем с вами розу и сандал, это вот два последних наших аромата, и делаем из них такой маленький веер, и слушаем эти ароматы в сочетании, и можем варьировать интенсивность, пододвигая ближе к носу или отодвигая блоттер подальше, чтобы посмотреть, какой нам аромат сделать более интенсивным. Да. То есть вот так, продвигая вперед, я пробую так, да? Здесь я чувствую одно, а так повыше, если взять, то я буду чувствовать сандал, роза. Наверное, роза. А что из них роза и сандал?
Это роза. Да, вот, значит, я правильно говорила. Когда повыше роза, больше, когда чувствуется роза, значит роза. Получается тогда сандал чуть-чуть, роза чуть больше, вот так, да? Да, правильно все верно. мыслю? И давайте послушаем какой-нибудь один компонент из верхних ноток. Давайте вы мне назовите свой любимый цитрус. Какой вы любите? Цитрус? А там много, да, их? Ну, давайте я вам назову, а вы выберете. Лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин, вербена. А я должна вспоминать вкусовые свои ощущения или запахи? Запахи. Запахи. Тогда пусть будет грейпфрут. Грейпфрут. Хорошо. Сейчас тогда послушаем грейпфрут и сможем уже создать миниатюрку аромата. Это грейпфрут? Это грейпфрут. Угу. По мне только апельсин тоже так пахнет. Видите, я вообще не специалист в этом деле. Да. Оставляем, да? Оставляем. Тогда пишем здесь грейпфрут. Ага. И давайте пока я посчитаю, в каких пропорциях у нас будут наши ароматы. Отдаю вам мерный стаканчик и наливаем на дно 2 пипеточки спирта. Это простой спирт? Это простой спирт, да. Так, 2 пипеточки. Полные, да? Да, можно полные. Так. Ну все. Парфюмер в работе. Выпускаем. Это считается полная или половинка? Да, можно добавить вот так. Раз. Если что, мы потом добавим во флакончик. Ага. Да. Итак, и теперь мы приступаем к сборке нашего аромата. И начнем мы с верхних ноток. И добавляем в спирт 10 капелек грейпфрута. Так. Раз, два, три, четыре, пять, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Добавляем еще одну пипетку спирта и переходим к средним ноткам. И добавляем розу и сандал. Очень увлекательный процесс. Так, еще пипетку спирта. А вот я где-то тоже прочитала интересный факт, да, о том, что парфюмеры, которые вот работают очень долго, да, они со временем теряют обоняние полностью. Ну, на самом деле это может случиться с любым человеком. И это такой синдром анасмия, который может как с человеком до конца его жизни остаться. И действительно такие случаи были. И эти парфюмеры все равно не прекращали свою работу и до конца жизни создавали ароматы уже по памяти того, как они помнят вот эти нотки. И вот потом сразу возникает вопрос. Сейчас мы получим готовый аромат. Правильно наносить парфюм нужно все-таки куда? Ну, вообще, классическая такая формула – это на пульсирующие точки. Это за ушами, это запястье, это вот сюда на шею. Но если вас аромат так раздражает, вы можете наносить его назад, за шею, чтобы он вас у лица не раздражал. Либо можете наносить куда-то ниже уровня груди, чтобы, то есть, когда вы ходите, шлейф все равно распространялся, но вас аромат не раздражал в течение дня. Все, что соприкасается с одеждой, нежелательно, да, потому что могут остаться следы. Кстати, вот если остаются следы на одежде, это показатель плохого качества или не всегда? Не всегда. Если аромат достаточно высокой концентрации, допустим, это духи, то да, следы могут оставляться, и духи лучше наносить на кожу, ну, на волосы можно, конечно, но тоже нежелательно, чтобы не вредить просто нашим волосам. Так, и давайте уже попробуем сейчас, что у нас получилось. Вообще, в идеале нам нужно дать аромату отстояться, то есть он должен созреть, так сказать. Это примерно 2 недели ему нужно полежать, чтобы все компоненты у нас стали единым целым. И только потом аромат обретает свою конечную форму, он становится более стойким и
таким красивым, таким, какой он должен быть. 2 недели ждать? Ну, сейчас мы, конечно, попробуем, что у нас получилось, чтобы примерно понимать, что мы с вами наколдовали сейчас. Давайте попробуем его на блотере сначала. Давайте. Блотеры запоминаем. Не бумажки в магазине, а блотеры. Ну что, в предвкушении? Да, я как ребенок сижу и жду результата. Пожалуйста, результат вашего творчества. Сладенький, все как я люблю. О, Анастасия, вы волшебница. Дорогие друзья, вы знаете, мне кажется, в жизни должен каждый попробовать вот это уникальное искусство, как парфюмерия. Вообще, честное слово, я даже не знала, что это может вызвать столько эмоций. Это действительно здорово, и ты получаешь результат. Вот тот аромат, который невозможно было вот понять, когда вот все у тебя компоненты лежали по отдельности, а сейчас ты прям чувствуешь. Здорово. Анастасия, спасибо большое. Мне кажется, что вы какой-то уникальный человек, потому что столько ароматов, столько всего знать, столько всего понимать, ощущать и еще передавать эти знания в массы, это прям здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пришли. Это вам на память. Через 2 недели пойду в ресторан, как и договаривались, да? Ну а мы с вами увидимся, до новых встреч, ищите свои увлечения, свое хобби, обязательно задумайтесь о новогодних подарках, и вот изготовление уникального парфюма – это как замечательный вариант для любого праздника.